Да, живописные места в Балтасинском районе, самом северном районе Татарстана. Сегодня в селе Ингулово Сабантуй. А знаете, кто первым приходит на праздничный Майдан? Милиционер, сельский участковый. О нем, сельском участковом, и наш рассказ. Эту школу когда-то окончил и Шамиль Хабриев. А теперь сам наставляет в путь дорогу молодежь. По традиции гуляние до утра. В такой день вспоминается своя юность. Когда я еще в школе учился, у нас предмет был начальная военная подготовка, и вот у нас преподавал капитан военный. Ну вот мне 8, 7, 8, 9 класс, это же у человека уже что-нибудь в сознании должно определяться. Кем ты хочешь, вот он мне понравился. Вот, армейская выправка такая, и форма мне понравилась. И вот я решил стать военным человеком. После школы сразу армия, курсы служебного собаководства и служба на дальневосточной границе с четвероногим другом. Когда Шамиль вернулся домой, с поступлением в военное училище опоздал. Подумал, что милицейская служба сродни воинской, и пошел работать в райотдел. А вскоре Хабриева направили на учебу в Елабужскую школу милиции. Проучился 3 года и стал начальником. Начальником отделения участковых инспекторов района. Но не нравилась молодому офицеру кабинетная работа. Да и до дома 15 километров. Летом куда ни шло, а зимой худо. Участковым бы в Ингулово. Но не отпускают. А в деревне отец, мать, дети, хозяйство. Дом только что отстроили. У жены хорошая работа. Так и мыкался между домом и райцентром 6 лет. Наконец рапорт удовлетворили, и вернулся Хабриев, по милицейской терминологии, на землю. Земля – это 12 населенных пунктов, почти 300 квадратных километров. Майор милиции Хабриев, старший участковый уполномоченный, да еще 2 помощников. Фаниль Мулахметов, выпускник Елабужской школы милиции. Кстати, двоюродный брат Хабриева. Уже династия. Рамиль Хазиев, тоже выпускник этой школы, недавно ставший капитаном. Говорят, у участкового 101 обязанность. Участковый и следователь, и уголовный розыск, и БХСС, и дознание, и задержание, и конвой, и ППС. Иногда и судья, и начальник милиции. Все приходится решать самому иногда. Это надо все оперативно решать, на месте сразу, моментально. Преступник же не будет ждать тебя. Иногда вот приходится самому все решать. Балтасинский район славится высокими урожаями. Люди здесь живут хорошо, вовремя получают зарплату, не увлекаются спиртным. Вроде и жизнь участкового должна быть спокойной. Но нет. У Равиля Закирова, здешнего председателя сельского кооператива, с Хабриевым негласное соревнование. У кого больше информации, у кого больше порядка на земле. Любит председатель фиксировать жизнь села фотокамерой. Жалко, не было его рядом, когда Хабриев выехал однажды на задержание преступника. Вот это был бы кадр. С утра поехали, с 2 сторон зашли, дома нет его. Начали огород проверять. И смотрю, на окраине огорода он встал и побежал в сторону речки. Он в речку, мы скинули форму и за ним. Как раз в деревне скот выгоняли утром. А я в рубашке милицейской, в галстуке, в носках и в трусах. Задержали ему его. Вот такие пироги.
Действительно, 101 обязанность. Даже проверка магазинов. Нет ли где левого товара, не вышел ли срок хранения. Ну, все касается сельского милиционера. Ну, я вот привык, чтобы мне и по работе, и на участке, чтобы всегда все нормально было. Близко слишком к сердцу понимаю все это. Ну, характер у меня вот такой. Как-то старший участковый сильно приболел. Даже в больнице лежал. Сердце прихватило. Потом санаторий, комиссия. И решение комиссии к дальнейшей службе годен. А тут пришел приказ направить одного участкового в Чечню, во временный отдел милиции Гудермесского района. Кому ехать? Решили тянуть жребий. Шамиля-то после болезни в список не включили, но он настоял. Раз годен к службе, то я как все. И по одному начали подходить. У всех чисто, чисто, чисто. Предпоследним пошел я, открываю, а там Чечня написано. Поехал домой и сразу сказал: я так решил, я и поеду. Ну, если вот вместо меня кто-нибудь поехал и с ним что-нибудь случилось бы, я бы не простил бы это все. Вот. Ты сказал своим, что поеду. Да, я решил, что поеду, все. В Чечне служить Хабриеву довелось не в райцентре, а в поселковом отделении милиции. Одно дело служить в самом Гудермесе, где рядом 300 твоих товарищей, комендатура, другие силовые подразделения. И совсем иное дело поселок. Гарнизон маленький, всего-то их было несколько человек. Что и говорить, условия экстремальные. Да, все время напряжение. Ходить в бронежилетах с оружием по деревне. Все время что-то ждешь, все время что-то напряжение, все время оглядываться, под ноги смотреть. Хотя мы, кроме добра, ничего не сделали. Ну а потом дома-то как встретили? Я приехал уже где-то вечерком уже. Все равно все родня, все одноклассники, все сослуживцы, все участковые приехали, ждали меня. Встретились там, посидели. Вспомнил честно. Такие пироги. Что мы все о службе да о службе. У человека день рождения. 35 лет. Вот такие пироги.